Находящийся с официальным визитом в Сербии премьер-министр Албании Эди Рама заявил проживающим в Прешевской долине на юге страны этническим албанцам, что они должны иметь те же права, что и этнические сербы, проживающие в Северном Косово. Приезд сюда Эди Рамы с восторгом приветствовали около 2000 этнических албанцев. Они давно добиваются автономии в рамках Сербии. В Государственном архиве Боснии и Герцеговины в Сараево открылась фотовыставка, посвященная дню окончания Первой мировой войны. Это буквально в 2 шагах от того места, где летом 1914 года был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Событие стало поводом к началу войны. К его 100-летней годовщине в Сараево проводится в этом году целая серия мероприятий. 2 женщины и 4 детей были арестованы возле здания администрации президента Казахстана в столице страны Астане. Женщины добиваются от властей получения жилья, эквивалентного тому, которое было изъято у них ранее в пригородном поселке Андирис под снос для нового строительства. По словам потерпевших, средств, которые им были выплачены в качестве компенсации, недостаточно для покупки жилья аналогичного качества. В Кабул были доставлены тела 5 афганцев, которые затонули в Черном море, пытаясь эмигрировать в Турцию. По заявлению Министерства иностранных дел Афганистана удалось обнаружить тела 25 афганцев из 42 попавших в крушение. Оно также призвало власти Турции наказать перевозчиков, виновных в трагедии, которая случилась на прошлой неделе. В Таджикистане суд в Душанбе приговорил к штрафу примерно в $8000 36-летнюю женщину по обвинению в содержании борделя. От отбывания тюремного наказания она была освобождена судом ввиду объявленной недавно властями амнистии. В рамках начатой в Таджикистане в июне этого года кампании борьбы с проституцией было арестовано уже более 500 человек. В Грузии неправительственная организация «Ассоциация молодых адвокатов» организовала в Тбилиси специальную презентацию с целью привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин. Представители ассоциации заявили, что его масштабы достигли критических уровней и призвали полицию усилить меры защиты женщин. По статистике ООН, почти каждая 10-я женщина в Грузии оказывается жертвой семейного насилия или оскорбления.